Следующий падеж onarның падежи. Onarның падежи. Винительный падеж. Отвечает на вопросы. Қанны, чүні, кого, что. Имеет аффиксы н, ни, ну, ню. Если основаны гласные и сонорные. Как заканчивается буква т, ти, ту, тю. Если на глухие согласные. И д, ди, ду, дю. Если на букву Л. Значение первое. Объект действия. Номну алыр. Забрать что? Забрать книгу. Номну. Точно, как и в родительном падеже, если имеется в виду конкретная книга, то присоединяется аффикс винительного падежа номну. А если имеется в виду книга вообще, можно опустить аффикс номалр. Забрать какую-то книгу. Вообще. Не конкретную, а какую-то. Номалр. Здесь неопределенный именительный падеж играет роль винительного падежа. Номалр. Второе значение. Используется со словами йозугар, что переводится как согласно чему-то. Тургар, вдоль чего-то. Кейжир, через что-то. Куду, вниз почему-то. Өры, вверх почему-то. С этими словами дательный падеж играет роль обстоятельственного значения. Например, планны йозугар. Планны йозугар. Согласно плану. Аффикс винительного падежа. Планны. Эрикты тургар. Например. Тургар слово вдоль требует аффикс винительного падежа. Эрикты вдоль берега. Эрикты тургар. Кейжир. Хемни кейжир. Хемни через реку. Орохту через дорогу. Требует аффикс дательного падежа. Куду и өры точно так же. Хемни куду, хемни өры. Вверх по реке, вниз по реке. Точно так же.